Ну вот, доброе утро всем, кто только проснулся, а у нас уже гости в студии. Как вы видели, сюжет прекрасный о футболе, самый, наверное, популярный вид спорта по опросам у нас в Кыргызстане. И исполнилось в этом году 100 лет футболу, и именно поэтому у нас в гостях Тайриэль Абдукаимов, главный тренер футбольного клуба «Талант» и И игрок. Сулейман Джумабеков, игрок команды «Талант». Также, Доброе утро. да, доброе утро вам, как ваши Доброе дела? утро. Все нормально, спасибо. Сегодня у нас замечательный день, Всемирный день футбола, с чем мы вас и поздравляем. Вас также, любителей футбола, всех болельщиков, хотим от души поздравить со столетием кыргызского футбола. Давайте поговорим сразу, перейдем к вопросам. Как давно образовалась ваша команда? Сколько насчитывается в этом клубе у вас человек? И достижения? Ну, клуб образовалась буквально в прошлом году. Ну, эти ребята тренируются у меня с 7 лет. То есть у нас, я работал в государственной школе, и это 3-й выпуск. В 17 лет нашим игрокам некуда идти. И получилось так, что я искал спонсора, спонсор искал нас. И мы как бы звезды сошлись, сошлись. да, как звезды сошлись. И у нас образовался прекрасный клуб «Талант». Вот уже 2-й год, как мы во всех социальных сетях показываем то, что мы чего достигаем, какими усилиями и так далее и тому подобное. То есть у нас есть свой как бы уже электорат, который за нас болеет, Это очень за нами такая следят. замечательная инициатива. Вообще, что сподвигнуло вас вообще создать данный клуб? Во-первых, это не я создавал, а создавал клуб тот человек, который пришел спонсировать. То есть он тоже, оказывается, с детства мечтал иметь свой собственный клуб и искал, как они недавно интервью давали, они искали, у них было 2 варианта. Вариант первый — это набрать детей, с детства выращивать. Или вариант второй — найти готовую команду и вкладываться в него. И вот они выбрали, я думаю, они не ошибились, выбрали нас, и вот пошло, и мы сошлись, мы поговорили, что от меня нужно, что, то есть от нашего штаба нужно, что от него нужно, и все прекрасно пока. На данный момент хорошие достижения. Ну, говоря о достижениях, я знаю, что вы занимали 2-е место в национальном чемпионате Да. у нас. Как так получилось, что за такой короткий срок образования вашей команды вы добиваетесь таких высот? И, ну, скажем так, в чем секрет? Ну, наверное, секрет в том, что ребята очень любят футбол, работоспособные. Они с детства вот вместе, эта команда с 7-8 лет вместе тренируются, вместе играют. Как бы игровое мастерство они получали вместе. И просто тут нужна была поддержка. Человек поддержал, и мы начали показывать. То есть выбрали план стратегический, к которому мы идем, да, цель, и начинаем вот это все осуществлять. Ну, у нас в гостях не только тренер, но и игрок. Давайте поговорим Видите, да. с ним. Сулейман. Доброе утро, Сулейман. Как твои дела? Да, Всё как твое хорошо, утро вообще всё начинается? хорошо. Утро обычно начинается как у обычного человека. Отличается ли утро футболистов от утра других людей? Почему футбол и как давно ты им занимаешься? Футбол я играю с детства, с 8-9 лет. Семья у меня футбольная тоже. Сподвигнул меня пойти на футбол это мой дядя. 8 лет вот направил меня на секцию футбола, и так с 8 лет и занимаюсь футболом. Наверное, это классно, когда ты просыпаешься рано утром, и родители тебе говорят: ну-ка, сынок, поднимайся и давай иди, занимайся футболом. А сколько времени ты уделяешь именно футболу как таковому, и как получается совмещать все это с учебой и с другими бытовыми делами? Совмещаю уже все хорошо, уже привык совмещать, потому что совмещаю очень долго. Вот. С утра учеба, после учебы на тренировку, с тренировки домой. Учишься ты в 11 классе? Нет, сейчас на 3-м курсе в колледже. Ну, очень круто на самом деле, когда люди... Да.
Да, а как вообще совмещать учебу, спорт и приоритеты какие? Ну, Не Надо происходят ли планировать, какие-то, может быть, конфликтные? планировать свой день с самого утра, Мгм. получается. А, Распределять время, ну и все. А занимаешься ли ты чем-нибудь другим, кроме футбола? Ну, там, боевыми искусствами? И почему вот все-таки именно футбол? Что заставляет тебя держаться на футболе уже в течение 9 лет? И почему ты выбрал позицию нападающего? Почему именно футбол? М. Ну, футбол у меня с детства, футбол это как часть моей жизни уже. Мгм. И от футбола я отказываться не собираюсь. Вот. И как еще вопрос? А, так, почему позиция нападающего? Ну, почему нападающий? Люблю забивать голы. Ну, супер. Но они позицию вообще-то сами не выбирают, это тренерский штаб в основном выбирает. От тех качеств, от тех действий, которые они могут сделать. То есть наш же Сулейман, в детстве играл и защитником, мы пробовали его, и в центральной полузащите он очень долгие годы играл. Потом посмотрели вот его морально-волевые качества, как он любит забивать, лидерские качества, отодвинули во фланг, с фланга в нападение, то есть и у него начало получаться. То есть мы начали искать те пути, чтобы он раскрылся. Другие тренера, вот, допустим, его приглашали в сборную, они видят в нем центрального полузащитника. Ну, он сейчас там не хочет играть, потому что это чуть-чуть далековато от ворот получается, а тут к нападающему ближе. Вот такие дела. Но они не выбирают, а просто они сами вот направляют, вот, а мы потом его как бы находим тот Да. консенсус и ставим, и договариваемся. Вот это вся наша работа получается. А какими качествами должен обладать, во-первых, футболист, во-вторых, именно нападающий? И как вы это определяете? Как строится тактика игры на поле? Тактика игры строится на поле в зависимости от подбора игроков, которые у тебя на руках есть. То есть, что они могут сделать, что для них невозможно. Чисто нападающий — это в жизни простой, веселый человек, на поле тот, который очень злой и который любит забивать. То есть, это те качества нападающего, который должен сделать то, к чему вся команда идет. То есть, для него, для того, чтобы он забил, работает все остальные 10 человек. Это очень большая ответственность. Поэтому у нас очень мало нападающих в Кыргызстане. Чем вы мотивируете своих атлетов и вообще какие перспективы, и если человек, игрок, он как состоялся как футболист? Вы знаете, вот мотивация, сама мотивация играть, это у них сознательно идет, да? Мотивировать их именно на игру, да, они готовятся, потом мы подсказываем, что надо сделать, что не надо, где надо в касание сыграть, где надо 2 касания взять. Ну, мы больше требуем, чтобы он развивался лично, то есть на себя больше брал. Ну, беря на себя, он много, то есть рост у него идет. То есть есть возможность попасть в Да, национальную да, сборную да, даже, да. если показывать хорошие результаты. Ну, конечно, любой спортсмен — это, во-первых, характер, морально-волевые качества. Любой человек может пробежать, ударить по мячу, там, попасть в ворота. Но как это сделать? В тех условиях, когда идет единоборство, да, допустим, идет на тебя защитник и так далее и тому подобное. Там еще вратарь. Это собраться тысячную долю секунды, найти ту лазейку, забить гол. Значит, самое главное все-таки самодисциплина и самостоятельность. Да, Все да. зависит от самого игрока. Сознательность, да, сознательно. Когда человек сознательно идет, сознательно говорит, что он может, ага, я вот могу, пожалуйста. И он, то есть, как бы в ответе за свои действия. А когда заставляешь игрока, вот я его пробовал один раз в защите поставить, но у него не получилось. Когда я у него спросил, он говорит, ну я же не хотел играть. Вот и все. Ну да, это все-таки вопрос желания и все-таки своей закалки. Сулейман, мы знаем, что вот я по себе знаю, когда человек
ты большая ответственность на нападающих, потому что ты забиваешь гол, и бывают моменты, когда ты этого не делаешь, не получается, и очень стрессовый момент. Команда, особенно молодые люди, они любят как-то вот эти стычки. Как у вас в команде, насколько она дружная, и как получается справляться с этим стрессом все-таки? Ну, команда у нас очень дружная. В такие моменты мы поддерживаем друг друга. Это, во-первых, поддержка во время матча, коммуникация очень важна. Ну вот за счет поддержки, за счет там, подбадривания друг друга мы справляемся. Ну, а говоря о будущих перспективах, можно ли попасть к вам, допустим, в 17 лет? Может ли человек заниматься самостоятельно футболом, не так, чтобы вот прям ходить на тренировки, но все-таки человек, он чувствует, что он футболист, и можно ли именно к вам попасть? И вот именно возрастные категории, от скольки и до скольки лет можно Ну, попасть? желательно, конечно, хотя бы школу проходить в детстве, да, там, где учится азам футбола. Это ведение мяча, это остановка. У нас бывают такие самородки, вот, допустим, нигде не занимался, но у него есть природные данные, да, его где-то нашли. У нас есть сейчас прекрасный мальчик Ильдибеков Бахтияр. Как-то его нашли, вот эта телепрограмма «Лидер», нашел, они где-то сезон отыграли, потом распался клуб, и он остался, ну, ни с чем, его никуда. Мы вот с ним заключили договор, он играет 2-й год, и прекрасно. Но это, вы знаете, это человек от природы. Он любит футбол, он самостоятельно. Ну, для того, чтобы попасть в профессиональную команду, то есть полупрофессиональную команду, очень трудно. Но желание, я же еще раз говорю, если сознательно человек идет и человек хочет, он может многого добиться. Так что здесь никаких этих нету. У нас бывает на просмотры приходят, мы смотрим, сейчас как раз в данный момент идет комплектация команды, просмотры игроков для того, чтобы усилить. И ищем именно таланты, именно одаренные, вот, природные. Да, те, кто коллегиально, мы решаем это все коллегиально, спонсор, помощники, тренерский штаб. Если нам подходит, мы их оставляем. Если он в чем-то не тянет, мы им говорим, чтобы он подтянулся, потом подошел. Ну, возрастная категория желательно с малых лет, хотя бы играть. А как часто вообще у вас проходят просмотры? Ну, просмотры мы круглый год проводим. Ну, сейчас у нас сжатые сроки, да, получается. В апреле стартует, мы идем на новый этап. То есть для нас это премьер-лига, это совершенно новое. Мы выступали в национальной лиге. Просмотры смотрим. Вот сейчас до января мы будем укомплектовываться. Это первая команда. Но просмотры в детские команды, она никогда не останавливается. То есть если приходит мальчик, хочет играть, и он показывает те хотя бы желание, вот сознательно, я вот хочу играть, я хочу и могу, пожалуйста. У нас работает тренера, которые этим занимаются. Так что здесь всегда у нас двери открыты. Мне все-таки интересно, о чем же мечтает начинающий игрок футбола. Сулейман, вопрос к тебе. Мечтаю попасть в английскую премьер-лигу, играть там. Мечтаю, еще одна из самых главных мечт, наверное, любого футболиста, это выиграть золотой мяч. Вот. Золотой мяч, Англия. Почему именно в сборную Англии попасть? Не сборная, а Или- чемпионат. В чемпионат Англии? Чемпионат Англии, да. Ну, нравится стиль игры там. А за какую команду вы бы хотели играть? И ваш любимый футболист? Скорее всего, за Ливерпуль. А любимый футболист еще с детства это Роналду. Ага. Ну, я скажу, что он и мой любимый футболист. Допустим, вот как сложно вести команду к победе? Вот именно сложности, знаете, тренеров. В чем какие-то, возможно, затруднения есть? Ну, они раньше были. Это в основном это финансовая часть была. Финансовая часть. И хочется этого, не получается. Хочется того, не получается. Родители помогают сколько могут. Да, допустим, какой-то проходящий или какой-то любитель один раз поможет. Ну, с приходом нашего вот сейчас спонсора Азата Куанышбековича у нас эти проблемы как бы
сводится уже почти к минимуму. Ну, опять же, этого недостаточно, нам бы еще бы поддержку. То есть Кстати, да, еще- можете обратиться к спонсорам, кто неравнодушен к футболу. Вот такая вот сильная начинающая команда, талант. Да. Ну, как обратиться? Вот, допустим, где мы живем, где мы базируемся, очень много влиятельных, состоятельных людей. Просто надо обратить внимание, что можно вложить, потом как бы заработать. То есть заработать просто авторитет, просто помочь тем спортсменам, которые будут нести флаг клуба, от клуба потом к сборной и так далее и тому подобное. Или же прорекламировать свою фирму, там, допустим, написать на футболке. Вот у нас она как бы только-только развивается, у нас даже ведущий клуб Дордо имеет всего там 2 спонсора, да, там у них Органик и какая-то строительная компания, да, Синематика, да, 3, но это Дордоевский. Допустим, в той же Германии, в той же Англии у них на футболках нету места. То есть везде Да, у кстати, них там вот эти, всё да, рекламы, расписано. да. Если бы у нас вот это развивалось бы, было бы легче, допустим, клубам, да. Почему? Частный клуб, он всегда частный. То есть она будет для себя делать, для своего развития. А когда государственная, она как бы, она на месте и дальше не развивается. То есть вливаются очень огромные деньги, но частники как бы вливают достаточно большие суммы, но и получается они находят, чтобы выгода была. Вот, наверное, в этом мы, наше государство чуть-чуть уступаем. Допустим, в Англии, вот все почему хотят, все молодые игроки хотят попасть туда. Там многотысячный народ смотрит, они зарабатывают очень большие деньги. То есть за счет вот этих реклам. Не за счет того, что... Нет, за счет того, что играет клуб, там контракты и так далее и тому подобное, но у них очень большой заработок идет именно клуба от вот этих телетрансляций, рекламы, да, каких-то спонсоров. Вот и все. Вот такое бы пожелание, чтобы обратили просто внимание. Мы вот базируемся недалеко от города, совместными усилиями Федерации футбола и очень большими усилиями Азата Касымбекова, Куанышбековича. Мы сейчас ставим инфраструктуру, то есть стадион делаем, доводим до ума Вишенги. Можете проехать как-нибудь весной, посмотреть, какая там красота. Обязательно, да. Там Нужно как- будет гости посетить. приедут. Такая Видя красота. ваш энтузиазм и ваши желания, я думаю, что у нашего футбола будут большие перспективы. И мы вам Есть желаем будущее. удачи. Да. Спасибо. Да, Сулейман, вам успехов, достижения всех своих мечт и желаний. И хотелось бы попросить вас все-таки поздравить всех наших футболистов и ярых болельщиков с этим праздником. Ну, наверное, надо поздравить весь народ с этим блестящим праздником в эту игру удивительную, где столько эмоций оставляется, да. Всех с вас с праздником, еще с праздником пятницы, да, сегодня пятница для мусульман, это тоже очень священная. Ну, совпал этот праздник. Здоровья вам, любите футбол, живите футболом. Большое спасибо. От себя тоже хочу поздравить всех любителей футбола. Думаю, все просто. Хорошо, хочу напомнить, что в гостях у нас был Тариэль Абдукаимов, главный тренер футбольного клуба «Талант», и ее игрок нападающий Сулейман Джумабеков. Спасибо вам большое, что пришли. Еще раз вас с праздником. Обязательно вас посетим. Спасибо.